«Пробуждение на Лене» – картина одного из основателей якутской графической школы Афанасия Мунхалова. Яркий пример того, что главная северная река прекрасна в любое время и в любом художественном исполнении. Малоизвестные работы Афанасия Осипова, Валериана Васильева, Олега Ковалевского. Всего 28 произведений мастеров кисти рассказывают о Лене. Река Лена, она как река жизни. И представлены не только пейзажные полотна, но еще и селения, люди, какие-то речные дороги, которые несли жизнь в прямом смысле слова, и богатством реки. Экспозиция «Песень о Лене» посвящена году экологии. Почти 4500 километров. Якутская река по длине занимает 3-е место в стране. По водности она 2-я после Енисея. Экологическое состояние одной из величайших рек России и мира – тревожный вопрос. Лена – это наше все, как говорится, потому что без Лены какая была бы Якутия, это и Алдан, это и Вилюй, это и Амга, это и Алекман. Поэтому нам самое главное сейчас – это сознание людей, которые около Лены живут, по Лене ходят, по Лене плывут, отдыхают. Мнение экологов и художников совпадает в одном – Лена – река жизни. Портрет капитана, который всю жизнь ходил по Лене, села на ее берегах, рыбаки и состояние водной артерии в разные времена года. Эти полотна можно увидеть уже на виртуальной выставке. Она доступна в любой точке мира. Каждая картина кликабельна, ее можно увеличить, прочитать информацию о той или иной работе. Почему та или иная работа представлены именно под темой реки Лена. Образ реки раскрытый через знаменитые наскальные рисунки. Следы древности, на века оставленные на берегах Лены, стали предметом восхищения мастера Афанасия Осипова. Работы художников – яркое подтверждение того, что трудно переоценить значение Лены в жизни Якутии. Река по сей день остается главной транспортной артерией региона. Это источник воды и пропитания. Каждая картина – признание в любви главной реке Якутии. Айна Винокурова, Иларион Федоров, Вести, Якутск.